Добрый день! Сегодня мы вновь продолжаем исследование исчезнувших деревень Удмуртии по гранту Русского географического общества. Сегодня у нас 1 июня. Мы приехали в Чумсинский район, муниципальное образование Васькинское, или по-старому Васькинский сельский совет. И находимся на месте исчезнувшей деревни Орлан. Так называлась, да, эта деревня? Ну, фактически называлась через Орлан называлась. И нам об этой деревне расскажет глава местной муниципального образования Васькинского Рябова Наталья Михайловна. Наталья Михайловна, расскажите нам об этой деревне. Ну, Орлан, она у нас одна из деревень, которая образована в 1800-х годах. Просуществовала порядка, наверное, 100 лет. Основные фамилии здесь, которые у нас жили, это Овсянниковы, Ивановы были, Морозовы. И хочу еще отметить, что Блиновы были Мурашкины. Но вот всю основное, это вот как на наш взгляд, это Ивановы и Морозовы. Между собой они были родственниками. В основном как-то так они и общались. И сейчас хочу отметить, что вот эти семьи здесь на месте вот этой деревни они собираются. Не скажу, что ежегодно, но раз в 5 лет точно жители этой деревни собираются. Когда деревня была снята с учета? С учета была снята в конце 70-х годов. Когда выехали, вот жители, последние жители выехали, и была деревня снята. Как-то это делалось быстро. Как неперспективная, да? Да, получается так. Но вот в деревне в свое время была кузница за прудом. Были поля, обрабатывались у них здесь большие площади и земли. Я не скажу, что были очень богаты, но урожай все-таки они собирали получше, чем карповские жители. И вот был конный двор, была ферма, доярки, телятницы, доярки КРС выращивали. Ну и получается средний... КРС — это крупный рогатый скот, кто не знает. Да, в общей сложности я думаю, что здесь вот в расцвет деревни количество домов достигало, я думаю, что до 20. Вот, до 20 дворов, я думаю, что было. И жителей было где-то порядка 90 человек. Ну, я считаю, что семьи, получается, были многодетные. Дома, когда вот деревню списали, дома есть у нас перевезенные в деревню Блащут, которые стоят по сей день. И дома довольно-таки добротные, хорошие. Если вот судить по тому, как они сейчас стоят, какие, то дома-то были пятистенки. Значит, Ну, дожиточные лес жили. хороший тут был, да, лес. Ну и потом еще, знаете, вот есть такая легенда существует, что между орланскими и карповскими молодыми людьми нельзя было заключать браки. И это было связано с тем, что я не знаю, по какой причине, но в Карпове было сказано слово старейшиной, что не брать невесты в деревне Орлан и не выходить замуж за орланского жениха. Почему? Вот никто объяснить не может, но это говорила старожилка Кудрявцева Евдокия Николаевна. Может, какие-то родственницы Нет, скорее всего, там какая-то у них ссора была. Какая-то была у них ссора. И в итоге получается так, что, ну, в наше время это уже все нарушено. У нас есть такие браки, которые крепкие, достойные семьи, что она орландская, он карповский, живут по сей день. Дети замечательные. Мы продолжаем наши исследования по исчезнувшим деревням Чумсинского района. И нам Наталья Николаевна любезно решила рассказать о деревне Ельцы, которая исчезла также. Деревня Ельцы образована в 1807 году. И деревня, скорее всего, образована по переселению из Кировской области и Свобожского района. Основные фамилии в этой деревне были Калугины, Кутергины, Рябовы, Рукавишниковы, Иступовы. И из этих семей 3 семьи было у нас староверов в этой деревне жили. Но вообще-то в целом в расцвет, когда деревня была в самом расцвете, то
количество домов доходило до 40. И жителей было порядка 200 человек. Деревня была, как получается, что на краю района, и у них была своя мельница, был конный двор, были маслобойня стояла, были у них, пасека у них была своя. И что интересно, там очень много было интересных таких жителей, ну, можно сказать, легендарных личностей. Расскажите, пожалуйста, о них. Вот, у нас Калугин Иван Алексеевич, он у нас на слуху у многих жителей района, потому что это был мастер своего дела, был замечательный сварщик, изобретатель. Он из то, что могло двигаться, он давал жизнь, дувал. И вот когда во время войны он служил, в начале войны он служил в аэропорту, и ну, так у него получилось, что он прилетел в деревню на самолете. В аэропорту в Фимсях или Нет, в Ижевске. В В Ижевске. И на военном этом аэродроме был тогда он. Вот у него получилось, что перед отправкой на фронт он прилетел в деревню. Попрощаться. Скорее всего. В это время жители были на поле, убирали клевер. Так кто война, кто как. Кто-то побежал прятаться, а кто-то, ребята в основном побежали смотреть, куда самолет приземлиться. Но видишь, что он идет на посадку. Когда он приземлился, ну там старухи, которые такие, как держательницы рода, кому-то и попало клюкой, что он напугал, за что ты так жителей напугал. Вот такое было. А когда он вернулся с войны, вот тут вот интересный факт, то, что один из самых первых колхозов, который обзавелся своей гидротурбиной и своим электричеством. На сегодняшний день, идя от мельницы, еще попадают на деревьях, вот были прикреплены провода к деревьям. И еще можно вот эту электролинию, еще можно сейчас проследить, где она проходила. А гидротурбина на какой реке стояла? Река Вала. Не Вала, Пижилка. Речка Пижилка, да, была. Вот на Пижилке. Сделали плотину. Там водяная мельница была, и вот было установлено на мельнице. Тоже в конце 70-х, да, ликвидировали? Да, она ликвидирована, наверное, даже начало, наверное, 80-х, потому что в 75-м году там последний родившийся ребенок записан в 75-м году. И вот мы снова подъехали к другой деревне исчезнувшей, которая называлась Марково, да, Наталья Николаевна. И Наталья Николаевна нам об этой деревне исчезнувшей расскажет. Марково тоже образовано в 1805 году. Деревня была зажиточная, там жили люди богато. И если судить по количеству семей, то там доходило до 15 и более семей. Жили там у нас в основном Абашевы. Были Тюльтины, были Овсянниковы, но вот преобладание было Абашевым. Деревня, в принципе, была смешанная. Если, допустим, проильцы говорили, что русскоязычная деревня, то Марково была смешанной. И удмурты жили, и русские жили. Но, что самое интересное, вот еще тоже случай такой был, в 30-е годы приезжал представитель из НКВД о проверке по поставкам государству зерна. Они этого представитель, по-моему, фамилия была даже Пушкарев, в протоколах это мы нашли. Представителя так угостили вечером, пока он отдыхал, они за ночь из всех амбаров сносили все зерно, его все припрятали, а когда он проснулся, пошли смотреть склады колхозные, на складах пусто. А до этого они ему весь вечер говорили, что у нас нынче не урожай, что ничего не будет, что мы нынче вообще сами без зерна, вообще нечего сеять будет. Он действительно прошел по колхозным складам, нет ничего. В итоге они, получается, сохранили и зерно, и посеяли, и их не наказали за то, что они не выполняют план по поставкам. Кроме этого, у них была в деревне большая сосна. Обхват, который был, ну, я думаю, человека 3-4 ее обхватывали. И недалеко от этой деревни, вернее, от этой сосны, стоял общественный самогонный аппарат. И вот у все них пользовались? Да, все пользовались.
И тоже у них было такое, что они, вот когда милиция, надзор, все это же было, они друг друга оповещали, быстренько там все гасилось, все, и, в общем, друг друга нигде никуда не сдавали. Деревня была, жили очень дружно, они жили. И вот у них под этой сосной часто проводили праздники они. Очень жаль, конечно, что она не сохранилась. В нее несколько раз попадала молния. Она еще как-то выживала. Вот последние снимки, фотографии ее есть примерно 2000-х годов, где уже обломлена верхушка. Но вот эту Вы, вот... если фотографию найдете, нам вышлите? Обязательно, обязательно вышлем. Она есть, там есть у нас жители на фоне этой сосны, у этого ствола. Есть, что да. сидят. В общем, вот это вот мы вам обещаем исполнить. Хорошо. Вот. И кроме этого, у нас деревня еще это знаменита тем, что у нас в этой деревне родился и жил Абашев Михаил Васильевич. Он известен тем, что создал большое количество скульптурок из цельного куска дерева. Называлось это наивным искусством. Он вырезал скульптурки, затем его, то, что вот он ездил, был так. Получилось так, что вернулся он с войны без обеих ног. И без дела сидеть он не мог. И вот тут получилось так, что ездил в Ессентуки, ездил по южным вот этим санаториям, а там скульптуры. И вот он первую скульптуру он сделал вазон. Скульптура из цемента была, потом установил рядом девушку. Это было установлено в 1968 году в Марково. Потом он съездил, ему понравился орел, сделал орла. Вот две эти скульптуры больших, орел и девушка с вазоном, были перевезены в Васькино после переезда. Это где-то примерно в 1972 году они уехали. И вот они все это перевезли. И на сегодняшний день жители хранят эти скульптуры. И у нас в Васькино одна из достопримечательностей на сегодняшний день вот этот сад скульптур. Он там сохранился? Да, там стоит. И еще интересно то, что в основании крыльев орла положена обычная седелка. Когда запрягали лошадей, положено седло, чтобы как нараспашку. Мало кто об этом знает и как-то это не говорят, но вот родственники, когда в 18 году отмечали мы столетний юбилей его, приезжали родственники. И вот эти вот уже нюансы, вот эти вот тонкости уже рассказывали дочери. Мы приехали в новую исчезнувшую деревню, которая называется Карпово. И нам Наталья Николаевна об этой деревне расскажет, что за яблоня стоит, чей дом тут остался. Вот мы с вами стоим на дворице Кузнецовых Павла Петровича и Людмилы Ивановны. В этой деревне жили очень много, вот основные жители были Кунавины, Кузнецовы, вот даже и другие-то фамилии на память-то не приходят. Потому что тоже жили здесь как-то так родственники, большей частью родственники. Ну, вот еще забыла сказать, что Тюлькины жили. Тюлькины и Крупины еще здесь жили. Вообще-то, в целом, деревня тоже была образована в 1800-х годах. И тоже, вот здесь вот тоже по словам этой же Евдокии Николаевны Кудрявцевой, здесь сюда приехали удмурты завятские, как она говорила, бегер удмурты. Она вот, кстати, сама из этого рода. И по ее словам, деревня была тоже, что жители тоже были дружные, тоже друг другу помогали. И если, допустим, вот строили дом, то всей деревни. Там даже, говорит, бывало иногда, что стопу поднимали за один день. Вот такие вот факты она тоже говорила. Но в деревне был свинарник. Это вот самое такое замечательное, потому что свинарки гремели на весь район Карповские. Была мельница. Кстати, просуществовала она очень долго. Была она как трудовая водяная, и даже в 70-е годы еще туда приезжали молоть. Мы учились уже в Васькино. После начальной школы учились в Васькино, там жили в интернате. Ребята всю неделю жили в интернате. От
субботы, да, ну, вернее, с понедельника до субботы. В субботу уже только домой. А деревня большая была? Ну, деревня была тоже не меньше 20 дворов. Тоже, пожалуй, даже, наверное, больше, чем 20 дворов. Тоже здесь вот, кстати, очень высокая гора была. И вот в каждой деревне есть какие-то случаи такие. Либо курьезные, либо серьезные, либо даже трагические. Был старьевщик, который собирал старье. И спускаясь вот с этой горы, в весеннее-осеннее время, я не помню, ну была распутица, глинистая гора. Лошадь набрала такую скорость, что он не смог справиться. Случилась авария, скажем, такая, и что вот он погиб под этой горой. Вот в каждой деревне есть какие-то такие истории, что в народе, как говорится, из уст в уста передаются. Улица одна была, да, здесь? Да, улица была одна, дома стояли, как двухсторонняя она была, что дома стояли с обеих сторон, да. Ну вот, но самое такое замечательное воспоминание это про пруд. Когда приходили рыбаки в этом пруду, если у нас кругом был прудовый карась, лень, то здесь водился окунь. Вот тоже вот, что как немножечко, да, немножечко, что рыба другая была, окунь. А название деревни с чем связано? Карпово? Вот мы смотрели в их таких вятских епархиальных ведомостях в газете, там сначала шел починок Карпов. Скорее всего, может быть по имени. Карп. Да, скорее всего, может быть по имени. А потом вот уже добавилась буква О и получилось Карпово. Да. Вот как-то так, что по названию немножечко есть у нас тут пробелы. Деревня тоже исчезла в конце 70-х годов. Да. Но она, наверное, даже ближе к 80-м. Скорее всего, даже, наверное, и 80-е, потому что последние жители вот выезжали у нас в Блащют, улица Новостройка, там у нас построена молодежная где-то в 80-е годы. Вот туда переехали, так я думаю, что вы даже, наверное, 80-е годы. Интересная деревня, очень много садов, видимо, было, черемух и яблони кругом. Да, здесь, кстати, вот сейчас, я не знаю, как растет, но там пониже и чернишник был, а на угорах росла клубника. Что вот они здесь и клубника, и местность очень интересная. И болото есть, и, в общем, возвышенность. Так, обувь снимаем, давайте. Пруд с мельницей. Это вот Карпово, да. Василий Петрович Романов это. Мы с вами находимся в национально-культурном центре деревни Васькино. Здесь у нас собраны экспонаты наших жителей, принятые в дар от жителей района. Занимается это учреждение у нас проведением народных праздников, сохранением традиций, обрядов. Кроме этого, собираем историю нашего населенного пункта Васькино, ну и всех прилегающих деревень, какие вообще деревень муниципального образования Васькинское. Частые гости здесь у нас школьники. Экскурсии проводим по русской избе, подготовленные экскурсии, работа турмаршрут называется он у нас «Окунись с горы». Спустись с горы, окунись в роднике народных традиций, так называется. Есть у нас турмаршрут «Свадьба, день второй по-васькински». Сама речки-то не видно, да? Там она. Вот мы подъехали в деревню Гуртлуд. И недалеко от Гуртлуда есть исчезнувшая деревня Кучей. И нам об этой деревне, что здесь интересного было, расскажет Морсева Валентина Анатольевна.
Валентина Анатольевна стоит рядом со мной. А, Марсеева, извините. Марсеева Валентина Анатольевна. Что нам расскажете об этой деревне? Деревня Кучей образовалась в начале 19 века. Здесь проживало 186 человек в 1826 году. И проживали здесь и русские, и удмурты. Ну и русские могли говорить по-удмуртски, а удмурты могли говорить по-русски, конечно. Школа была здесь? Учреждений соцкультбыта здесь не было. В основном все мероприятия проводились в деревне Гурклут, потому что в одном километре находилась деревня Гурклут. Ходили пешком. Школа тоже в Гурклуде была начальная, а потом уже в старших классах учились в Тимсинской средней школе учащиеся. Здесь был колхоз имени Ворошилова, Буденного организован в 1931 году. Здесь были построены коровник, свинарник, овчарня была, конный двор, птичник, кузница была. Был в лагу здесь пруд, ключ, откуда возили воду и на производственное помещение, и жилые дома. Потом уже впоследствии был проведен водопровод в деревне, проведено электричество, когда в Гурклуде поставили локомотив. В общем, в таком виде жили. В 1941 году, когда началась война, как и по всей стране, кучейцев тоже призвали на фронт. Значит, здесь отсюда ушло 53 человека, вернулось 13 человек обратно. В 50-м году, в 55-м году колхоз объединился, колхоз Буденного объединился с колхозом Красный Пролетарий и образовался колхоз Прогресс. Ну и, конечно, деревня эта славится своими людьми. Люди здесь были работящие, дружные. И один из таких героев, это герой Советского Союза Меркушев Василий Афанасьевич. Он был летчик, во время войны совершил 418 боевых вылетов, 29 самолетов сбил. За время своего пребывания на фронте он побывал в плену, ну, потом вернулся. И свою последующую жизнь он жил в городе Ижевске. Его тоже. Дом здесь стоял, да? Да. Вот эта плита была установлена в августе 2020 года. Плиту эту сделал его родственник Меркушев Александр Николаевич. Он летчик, тоже пошел как бы по стопам своего родственника. Но летчик гражданской авиации, он тоже имеет орден за заслуги перед Отечеством, за то, что посадил самолет с одним двигателем. Работал за границей, сейчас на заслуженном отдыхе. Это мой одноклассник. Мама у него была дояркой. Куда он летал обычно? Ну, он летал и в Америку летал, и по Европе. А жил где? Жил в Ижевске. В Ижевске жил? Да. И сейчас тоже в городе Ижевске живет. Его мама работала дояркой в колхозе «Прогресс». Она тоже за высокие надои имеет орден Трудового Красного Знамени. Тоже сейчас уже умерла. Так, ну и вот у них уже есть династия учителей. Тоже родственница Меркушева-Полянских Надежда Николаевна работает в Гурклудской школе. Елена Анатольевна тоже работает в Гурклудской школе. То есть вот целая династия уже учителей, которые добиваются успехов и хороших знаний у своих учеников. Ну и здесь также в этой деревне жила Георгиевских Людмила Ивановна, депутат, дважды депутат Верховного Совета Удмуртской Республики, тоже уже ее нет. Есть здесь и врачи,
двое одноклассниц получили дипломы врачей, георгиевских Татьяна Алексеевна и Беляева Лидия Дмитриевна. Лидия Дмитриевна имеет звание заслуженный врач Удмуртской республики. Очень уважаемым человеком является Ватшурова Лидия Вениаминовна. Имеет грамоту российского значения. Учейская земля – это земля известных людей,